Это уже второй государственный садик в Плиеве. Новое дошкольное учреждение построено строго по федеральной образовательной системе. Для Фаризы Аскановой сегодня двойной праздник. Ребенок впервые пошел в детский сад, а она нашла работу по профессии. В ответственный день решила не опаздывать и оценить созданное для малышей условия. Ребенку, видимо, понравилось. Когда сказали, что вообще могут построить детский садик, были очень рады, так как очередь у нас село Плиево очень большое, поэтому не смогли всех детей своих устроить. Вот так получилось, что я стояла на учете по безработице, как нетрудоустроенный человек. По месту жительства очень нам повезло с этим. И ребенка моего взяли, прошел он по очереди. И я устроилась на работу. Сразу подошла к заведующей нашей и сразу меня взяли. Тем временем в актовом зале праздничная атмосфера для почетных гостей, среди которых председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин и министр образования Эсет Бокова. Дети подготовили праздничную концертную программу. Воспитанники сада показали постановку «Дети Земли», в которой нет места зависти, лжи и боли. Все дети этой планеты равны, независимо от цвета кожи. Премьер Владимир Сластенин поздравил родителей и детей с открытием нового объекта. Он отметил, что такие праздники всегда радуют, ведь строим для подрастающего поколения. Ингушетия стала лидером по открытию таких учреждений в прошлом году. Если оглянуться на год, который прошел, то, представляете, в этом году усилиями всех и строителей, и правительства, и главы республики было построено 7 школ и 14 детских дошкольных учреждений. Представляете, в одном году мы построили такое количество детских учреждений. Мы планируем построить еще 14 детских дошкольных учреждений и 9 школ. И, надо сказать, без помощи федерального центра, задачи, которые ставит президент Российской Федерации Путин Владимир Владимирович, этого мы не смогли бы достигнуть. Такие огромные денежные средства выделяются на эти вещи. Потому что задача ставит президент амбициозная. Мы должны перейти на двухсменный режим образования, учебы в школах. Мы должны перейти в перспективе совсем на одну смену, что нам и позволит введение этих новых объектов. Далее Владимир Сластенин с воспитанницей детского сада нажали заветную кнопку и запустили карусель. Именно так называется новый дошкольный объект. И мы вместе с ребятами начнем обратный отсчет, да, ребят? Да! Итак, 3, 2, Несомненно, самое главное в таких учреждениях – это обратить особое внимание на подготовку детей к школе. Владимир Сластенин проверил оснащение детского сада и условия, которые созданы для детей. Вот медицинский у нас кабинет, а вот у нас процедурный кабинет и изолятор. Изолятор должен быть. Да, изолятор должен быть. Обязательно. Все, хорошее. В новом дошкольном учреждении красочные игровые комнаты оснащены самым современным оборудованием, мебелью и игрушками, пищеблок и актовый зал, где будут проходить праздничные выступления. В приоритете здоровье малышей. В садике открыт медицинский кабинет со стационаром. Помимо прочего, здесь кабинеты изобразительного искусства. Созданы условия также для детей с особенностями здоровья. А гордостью сада является спортивный зал с мягкими модулями, шведскими стенками и детскими тренажерами. Этот детский сад точно понравится детям. Новый дошкольный объект рассчитан на 220 детей. Построен в рамках национального проекта «Демография». Здесь созданы все необходимые условия для инновационного развития ребенка. Выпускник этого детского сада должен быть на 100% готов в школе. С детьми будут заниматься опытные воспитатели и педагоги. В детском саду уделять внимание детям с задержкой речи. С ними будет заниматься профессиональный логопед. Списки детей у нас уже сформированы, дети укомплектованы. Они ждут уже первое посещение в нашем саду. Для этого созданы все условия, все группы оборудованы. У нас коллектив уже собран.
Они проходили аттестацию на соответствие занимаемой должности. У нас 24 воспитателя, все с педагогическим образованием, все прошли курсы повышения квалификации. Также у нас работают инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, логопед и педагог-психолог. У нас в детском саду есть все необходимое оборудование, а также пособия, книжные материалы. Также у нас имеются дидактические материалы для игр развивающих. Мы будем готовить юных детей, чтобы они научились к школе читать, писать и были развиты. Особенно за подрастающее поколение радуются старейшины сельского поселения. Они поблагодарили в лице жителей за возможности, которые теперь появились у детей и родителей. Вид замечательный. Для детей, для наших же детей, да, понимаете, да, они очень красиво. От начала до конца исключительно работали. Все хорошо работали. Всем миром, да? Как это? Народный контроль раньше был. Да. А сейчас мировые жители контролировали каждую копейку. Во дворе детского сада свой мир возможностей и развития. Оборудование детская площадка для занятия спортом со специальным качественным покрытием. Все элементы выполнены из экологически чистых материалов. Лена Цычева, Асхаб Белакеев. Новости 24.